Из покоя вечности я вынужден вернуться к вам снова. Шепот разделения, наполнивший просторы нашей Родины, встревожил мой дух. Шепот, столь же мощный, как ветры, которые когда-то предвещали бурю гражданской войны, залившей кровью мою любимую страну. И вот передо мной она, моя прекрасная Америка, снова стоящая перед этой большой опасностью. Мои дорогие потомки, я пришел к вам вновь, чтобы предупредить о надвигающейся угрозе. В свое время, основывая Америку, мы закладывали в ее фундамент самый главный принцип – гарантию свободы и независимости каждого гражданина этой страны во все века. Мы оставили вам в наследие идеал общества, где все люди могут жить в мире и согласии. Этот идеал – демократия. И я горд, что этот идеал был воплощен в моей любимой Америке, и что вы, дорогие американцы, столь долгое время бережно хранили его. Многие годы Америка была главным образцом свободного мира для всех государств на планете. Да, это был нелегкий путь, где были и трудности, и разногласия. Но вы справились с ними и смогли сберечь нашу общую ценность — свободу. Но то, что я вижу сейчас, заставляет мое сердце обливаться кровью. Наследие, которое мы оставили вам, находится под угрозой. Сегодня над нашей страной и демократией во всем мире нависла угроза полного уничтожения. Скрытый враг прямо сейчас подрывает основы вашего свободного мира, и ему остался последний шаг, чтобы разрушить его навсегда. Этот враг не одет в форму армии. Он не сдержан границами. Он не приносил клятвы ни одному флагу. Его оружие невидимое, но его удары сокрушительны. Пришло время обличить этого скрытого врага, чтобы вы смогли выстроить оборону до того, как враг нанесет окончательный удар. Поэтому я вернулся, чтобы оставить послание народу Америки и народам всего свободного мира, которое поможет вам остановить неумолимо приближающийся вал грядущих событий, если вы того захотите. Каждый, кто услышит мое послание, от начала и до конца будет предопределять судьбу этого мира. В эпоху информационных технологий самый опасный враг скрывается там, где его нельзя увидеть. В тени лжи, манипуляции, искажения реальности, в тени дезинформации. Враг ведет невидимую, необъявленную войну против всего человечества, где поле битвы — сознание каждого из нас. Инфотеракт — его оружие. Манипуляция сознанием — его стратегия. Но что, если мы можем увидеть его лицо сквозь всю эту ложь и обличить его действия? Этот документальный фильм, основанный на результатах масштабного независимого расследования деятельности транснациональной сети террористических организаций, впервые раскроет методы воздействия на массы и связь между громкими событиями мира, такими как теракт 9/11, эпидемия скулшутинга, трагедия Уэйка, война между Украиной и Россией, угроза мирового господства Четвертого рейха, создание современных концлагерей для узников совести и невидимый геноцид, который воплощается прямо сейчас. Узнайте истинную суть вещей, которая навсегда изменит ваш взгляд на мир. Это не просто фильм. Это важнейший фильм со времен победы человечества над нацизмом. Это ключ к пониманию современности. Пазл, который объединит все кусочки картины воедино.
До этого дня вы могли видеть лишь ее фрагменты, но сегодня она предстанет перед вами как никогда ясно. Приготовьтесь к глобальному обличению, победе над невидимым врагом и началу новой эпохи. Эпохи, где восторжествует свобода и демократия. Воздействие. Фильм, который не просто расскажет историю. Он изменит ее. Глава 1. Глобальный план врага. 2 мая 2024 года. Согласно данным, изложенным в отчете Rasmussen Reports, 41% американских избирателей считают, что в ближайшие 5 лет в США может произойти вторая гражданская война. В том числе 16% считают такой сценарий очень вероятным. Отмечается, что сегодня уровень напряжения в американском обществе имеет наибольший показатель со времен Первой гражданской войны в США. Rates on mortgages. Why are people still so obsessed with Is a civil war ahead? Are we really facing a second civil war? We are closer to civil war than any of us would like to believe. Образ скорой гражданской войны возник в ваших головах, американцы. Не просто так. Он внедрен в ваш ум спланированно с помощью конкретных психологических манипуляций, с которыми вы каждый день сталкиваетесь среди огромного потока информации и новостей. Вам кажется, что вы просто читаете разные несвязанные между собой публикации, но не видите, что они часть одной схемы, единого плана врага демократии, который планомерно ведет весь мир к новой, невиданной ранее форме глобального тоталитаризма. Первый ключевой стратегический этап – разрушение Америки изнутри в результате искусственно спровоцированной гражданской войны. Таким образом, будет нанесен смертельный удар по демократии, после чего добить остатки свободы в остальных частях мира скрытому врагу уже не составит особого труда. Ведь не будет больше сильной страны, которая сможет противостоять в этой битве на геополитическом уровне. И тогда на руинах демократии сначала воцарится хаос. Но это будет управляемый хаос, который заставит людей жаждать тоталитарных законов, которые будут обещать порядок в обмен на их свободу. Это второй этап плана – установление нового мирового беспорядка. После чего враг перейдет к третьей и заключительной стадии своего плана – установлению тоталитаризма и полного захвата власти во всем мире. Сломленное и разделенное общество становится идеальной почвой для зарождения нового мирового порядка. Порядка, который будет управляться тоталитарным врагом. Порядка, который угрожает самой сути свободы, за которую мы так долго боролись. Порядка, где большая часть населения станут жалкими рабами, живущими в концлагерях. И лишь маленькая кучка правителей будут иметь безграничную власть над оставшейся частью человечества. Сейчас вы близки к точке невозврата, однако пока еще можно предотвратить этот сценарий развития событий. Но как только вы ее перейдете, враг всего свободного мира уже получит достаточно силы и власти, чтобы поставить мир на колени окончательно. И тогда уже невозможно будет что-то предпринять. Поэтому изменить ход событий можно только сейчас. А чтобы противостоять скрытому врагу и одержать победу, вы должны знать его в лицо. Пришло время обличить его методы. Прямо сейчас идет скрытая война за будущее всего человечества, где поле битвы – ваше сознание. Основная стратегия врага демократии в этой войне заключается в том, что он реализовывает свои планы вашими руками, влияя на ваши мысли, решения и поступки с помощью четко выверенных манипулятивных приемов. В результате вы сами, того не зная, становитесь предателями своей страны, своего народа, своих детей и даже самих себя, всего лишь попав под воздействие скрытой атаки врага. Какой главный инструмент он использует, чтобы превратить свободолюбивое население в послушных исполнителей своей воли? Этот инструмент – террор. Террор, который используется против вас каждый день, но который вы не замечаете, пока не становится слишком поздно.
Оружие врага – террор. Латинское слово «terror» означает «страх» или «ужас». Впервые это слово стало активно использоваться во время Французской революции в период 1793-1794 годов. Этот период именовался «царствование террора», потому что именно тогда во Франции получили распространение публичные казни. На площади, на виду у большого количества собравшихся людей, человеку отсекали голову. Под гильотину попадали в основном несогласные, отступники от диктуемой на тот момент генеральной линии. Время и место казни заранее объявлялось публично. Народ специально собирали, чтобы продемонстрировать страдания жертвы. Однако главной мишенью и жертвой террора был не человек, попавший под гильотину. Ключевой целью и жертвой террора были все люди, собравшиеся на площади, и те, кому они расскажут об этом. Потому что, становясь свидетелями содеянного, они испытывали огромный страх и ужас. Это делало людей еще более подконтрольными тем, кто совершал террор. Кроме этого, вместе со страхом люди ощущали большую угнетенность. Они понимали, что под гильотину попадали в массе свои невиновные люди, которые просто имели взгляды, представляющие угрозу власти террора. В это же время в обществе процветали доносы и клеветничество. Даже распространение банальных слухов о действиях или высказываниях человека, которые могли быть интерпретированы как противоречащие интересам правящей власти, приводили к смертной казни. То есть банальный слух или сплетня могли стать причиной того, что абсолютно невиновному человеку публично отрубали голову. При этом каждый, наблюдающий за казнью в толпе, понимал, что следующим, чья голова окажется под острием лезвия, может стать он. Ведь никаких гарантий защиты от этого нет. И это чувство страха, беззащитности и тревоги приводило людей к полной потере доверия правительству, и более того, в них просто возникала ненависть к власти. Это, в свою очередь, приводило к новой череде протестов и массовых беспорядков. Население, ставшее жертвой террора, становилось материалом для создания последующего управляемого хаоса. Что такое терроризм? Сегодня, чтобы сделать вас жертвами террора, врагу не нужно собирать вас на площади и публично демонстрировать чью-то казнь. Зачем? Ведь он изобрел более эффективную форму терроризма, которая оказывает на вас такое же сильное и долговременное влияние. Это самый изощренный вид терроризма. Опасность его в том, что вы не осознаете, что это терроризм, а значит, никак не можете от него защититься. Враг может его совершать именно в ваше время, в век технологий, когда у людей есть быстрый доступ к информации и когда она может быстро распространяться. Я говорю об информационном и психологическом терроризме. Возможно, некоторые из вас сейчас удивлены, ведь когда вы слышите слово «терроризм», у вас возникают одинаковые стереотипные образы. Бомба, взорванная на оживленной площади, расстрелы, захват заложников на массовом мероприятии или самолеты, врезающиеся в небоскребы. В большинстве случаев вы даже видите образ террориста конкретной национальности и вероисповедания. Но мало кто знает, что враг умышленно сузил ваше понимание терроризма именно до этих образов, чтобы отвести взгляд от других форм терроризма и его сути. А значит, в таком случае вы не сможете распознать другие теракты, которые он совершает против вас каждый день. В чем заключается реальная опасность информационного терроризма? Информационный терроризм – это прямое воздействие на психику и сознание людей с целью формирования нужных мнений и суждений, которые направляют поведение людей. Это форма негативного воздействия на личность, общество и государство различными видами информации с целью ослабления и расшатывания конституционного строя. Сейчас, чтобы стать жертвой информационного терроризма, вам достаточно утром пролистать новостную ленту в ваших гаджетах. Убийства, расстрелы, преследования, клевета, страдания невинных людей. История за историей. Вы слушаете, читаете, смотрите, как в разных точках мира ни в чем не повинные люди, публичные лица, группы людей, международные объединения, религиозные и политические организации и даже действующая власть или ее отдельные представители подвергаются ненависти, необоснованной дискредитации, жестоким преследованиям, публичным казням, нечестно, несправедливо, бесчеловечно. А государственные институты позволяют этому происходить, а зачастую и сами подключаются к репрессиям.
Каждая такая история — это террористический акт, направленный против вас и против ваших государств. Важно понимать, что не каждая негативная новость или неприятная информация, с которой вы сталкиваетесь в СМИ, является информационным терактом. Информационные теракты — это не просто хаотичное распространение негативной информации. В отличие от просто плохих новостей, информационные теракты, которые совершает враг демократии, всегда тщательно спланированы и систематичны. Инфотеракт — это всегда целенаправленная и организованная кампания, направленная на достижение конкретных целей. Конечная цель информационного теракта — вызвать в обществе беспомощность и страх. И самое главное — создать условия, при которых население, то есть вы, массово начнете чувствовать недоверие к руководству страны. Немного позже вы узнаете, как именно с помощью инфотерактов враг демократии расшатывает конституционный строй в ваших странах. Информационный терроризм целенаправленно воздействует на ваше подсознание, минуя критическое мышление. Это целая схема влияния на ваш разум и психику, которую этот враг сам и разработал. Информационными терактами он уже много лет ломает вашу психику и психику еще миллиардов людей и разделяет вас. У информационных терактов, которые враг осуществляет через СМИ, есть два вида последствий – внутренние и внешние. Для начала давайте рассмотрим внутренние последствия – разрушение вашего психического и физического здоровья. Сердечно-сосудистые заболевания остаются лидирующей причиной смертности во всем мире уже 20 лет и занимают первую позицию в списке 10 ведущих причин смертности. Но при этом никогда они не уносили так много жизней, как сегодня. Эти заболевания ВОЗ назвала главной причиной смертности в мире за последние 20 лет. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний CDC, около 697 тысяч человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний в США в 2020 году, что составляет одну из каждых 4 смертей. Европа. Европейское общество кардиологов, ESC, сообщает, что ССЗ являются причиной более около 4 миллионов смертей в Европе ежегодно, что составляет почти половину всех смертей на континенте. Россия. В 2021 году сердечно-сосудистые заболевания стали причиной более 45% всех смертей в стране. Почему же, несмотря на развитие медицины и внедрение новых технологий, проблема не только не решается, но продолжает нарастать? Нам называют много факторов риска, однако главная причина – это частый или хронический стресс. Стресс – это страх за свою жизнь, за ее безопасность. В современном обществе люди привыкли к тому, что этот страх стал неотъемлемой частью их жизни. Однако каковы причины постоянного стресса и каким образом людей держат в этом состоянии уже более 30 лет? Причиной постоянного стресса человека являются множественные информационные теракты, которым люди ежедневно подвергаются по всему миру через СМИ. Влияние информационных терактов на здоровье людей всесторонне исследовано и научно подтверждено. Давайте обратимся к фактам, которые обнаружили сотрудники кафедры психологии и социального поведения Калифорнийского университета. Элисон Холман с коллегами из Калифорнийского университета в Ирвайне собирали данные о психическом состоянии около 5000 американцев для своего исследования. Сбор этих данных был завершен накануне теракта на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года, во время которого были ранены сотни людей. СМИ в подробностях освещали произошедшее, в деталях снова и снова прокручивая кадры момента взрыва, происходящего ужаса и смертей людей. Публиковались также страшные фотографии, запятнанные кровью тротуары, люди, потерявшие конечности и многие другие пугающие кадры. Спустя несколько недель после теракта ученые решили выяснить, как изменилось состояние уже опрошенных ими ранее людей в связи с бостонской трагедией. Несложно догадаться, что психическое здоровье тех, кто присутствовал на месте террористического акта, значительно ухудшилось. Но обнаружился факт, наличие которого ученые предположить не могли. Психика тех опрошенных людей, кто не присутствовал на месте трагедии лично, но впоследствии смотрел новости на эту тему, пострадала намного сильнее. Высокий уровень стресса, который испытывали эти люди, не был связан с тем, что они близко знали кого-то, кто погиб.
был ранен или присутствовал на месте взрывов. Стресс был связан только с постоянно потребляемой информацией, которую выпускала СМИ. Другое исследование доказало, что повторное освещение в СМИ событий теракта на бостонском марафоне вызвало более сильный острый стресс у тех, кто смотрел и читал эту информацию, чем прямое воздействие теракта на тех, кто непосредственно находился на месте взрыва. Кроме того, стало очевидным, что освещение подобных событий в СМИ может быстро распространить состояние острого стресса среди большого количества людей. Целый ряд исследований подтверждает, что воздействие травматического сюжета может активировать схемы страха в мозгу и вызвать воспоминания. Два ключевых процесса, связанных с развитием посттравматического стрессового расстройства. Таким же образом, неоднократное освещение травмирующих историй через средства массовой информации может продлить острое переживание. В отличие от коллективной травмы, которая может со временем уйти в прошлое, воздействие СМИ поддерживает острую реакцию на стресс, удерживая травматичные воспоминания активными в сознании человека. Таким образом, это будет способствовать прокручиванию в голове одних и тех же тревожных или депрессивных мыслей или воспоминаний. Эти мысли сами по себе способны вызывать стресс, даже если объективно ничего тревожного не происходит. Такая мыслительная жвачка ухудшает психическое состояние человека и влияет на его физическое здоровье. Широкое освещение событий в СМИ делает местные катастрофы более известными, распространяя их влияние за пределы зоны происшествия и превращая их в общественные травмы с негативными последствиями для здоровья. Например, телевизионное освещение теракта в Оклахома-Сити, трагедии в Уэйко и событий страшного теракта 11 сентября привело к широкому распространению посттравматического синдрома среди людей. Обратимся к результатам еще одного исследования. Исследование последствий теракта 11 сентября установило тот факт, что острые стрессовые реакции на теракты 11 сентября 2001 года стали причиной увеличения частоты сердечно-сосудистых заболеваний на 53% в течение 3 последующих лет. В течение нескольких недель после 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и прилегающих районах значительно возросло количество сердечно-сосудистых заболеваний. И то же самое было отмечено во Флориде, что позволило сделать вывод, что у людей, испытавших стресс от наблюдения теракта в СМИ, возникают проблемы со здоровьем. Причем люди, которые страдали, как и в случае с бостонским терактом, не были ни участниками, ни прямыми свидетелями теракта. Они просто получили информацию о теракте 11 сентября через СМИ. Мы только что получили сведения о том, что самолет врезался во Всемирный торговый центр. 2 самолета врезались во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. В Соединенных Штатах произошла серия терактов. Все это указывает на прямую связь между информационными атаками в СМИ и ухудшением здоровья людей. На сегодняшний день уже немало исследований посвящено изучению влияния негативной информации на психическое и физическое здоровье человека. Изучение последствий многих кризисов привело к выводу: чем больше манипулятивных новостей потребляет человек, тем выше вероятность, что у него разовьются симптомы стресса, тревожности и посттравматического стрессового расстройства. Состояние постоянного глубокого стресса приводит к падению иммунитета, и человек остается без внутренней защиты. Именно ухудшение иммунитета является пусковым механизмом для дальнейшего разрушения физического здоровья. Так, исследования показали, что постоянная мысленная обработка информации, которая вызывает страх и беспокойство в результате инфотерактов, оказывает существенное влияние на сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунную системы. Это способствует развитию соответствующих заболеваний. Острый инфаркт миокарда, внезапная остановка сердца, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность, нарушение ритма сердца. Состояние хронического стресса провоцирует 4-кратное повышение риска инсульта, развитие сахарного диабета, онкологии, многократно увеличивает риск развития депрессии и совершения суицида. Именно все эти показатели начали резко расти последние 30 лет. Целью любого террористического воздействия является дестабилизация состояния общества в целом. Данная цель достигается через вызывание сильного стресса и страха. Постоянный стресс приводит к нарушению психического и физического состояния огромного количества людей. То есть с помощью информационных терактов происходит дестабилизация общественной жизни. Эта необъявленная информационно-психологическая война длится уже не 1 год. Она уничтожила по миру гораздо больше людей, чем 2 предыдущие мировые войны, если учесть,
что только от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смерти во всем мире, каждый год умирает 17,9 миллионов человек. А если добавить 10 миллионов смертей в год от онкологических заболеваний и 20 миллионов в год вновь заболевших онкологией, масштабы такого террористического воздействия колоссальны. И самое страшное, что люди в большинстве своем не знают истинной причины такого массового геноцида, этого преступления против человечества. То, что вы только что услышали, это общеизвестные факты. Анализ этих фактов указывает на то, что именно информационно-террористическая деятельность врага демократии привела к таким ужасающим последствиям. Единственная причина, которая может объяснить такой резкий рост психологических и физических заболеваний, это действие общечеловеческого врага. Ведь Америка неоднократно переживала политические и экономические стрессы, даже гражданскую войну. Однако подобного роста различных заболеваний не наблюдалось. И такая статистика не только в Америке, а по всему миру. Если проанализировать данные по демократическим странам, то мы увидим явную зависимость. На территориях, где этот враг активно себя проявил в СМИ, будет такая же ситуация со здоровьем. Обратите внимание, что рост заболеваний происходит именно последние 30 лет. Это не случайно. Именно 30 лет назад враг демократического мира набрал силы и начал действовать. Однако к этому более подробно я вернусь позже. Как я уже упоминал, у информационных терактов, которые враг проводит через СМИ, есть два вида последствий – внутренние и внешние. Теперь вы знаете, что болезни – это внутреннее проявление последствий информационных терактов. Пришло время поговорить о внешних последствиях. Народные волнения, забастовки, революции. И сейчас я объясню, как именно с помощью инфотерактов враг демократии вашими руками дестабилизирует общество и ваши страны. Любой информационный теракт несет в себе ложь, манипуляцию, подстрекательство к ненависти или насилию. С помощью информационных терактов враг внедряет в ваше подсознание разрушительные установки, которые наполняют вас страхом и разрушают ваш патриотизм. Как именно это происходит? Сначала в СМИ вы наблюдаете инфотеракт. Он может быть любого содержания. К примеру, это может быть сюжет, в котором происходят ложные обвинения людей. Неважно, кто они – политики, бизнесмены, верующие или сторонники определенных партий. Accused of facing persecution. People have been arrested. Get arrested. It's a human rights violation. Human rights violation of our generation. Human rights violation. And systematic violation of human rights. Вы, с одной стороны, доверяете СМИ, которые выпустили этот сюжет. Но с другой стороны, вы понимаете, что обвинения бездоказательны и нарушена презумпция невиновности. Это вызывает в вас внутренний конфликт, лишает покоя и чувства безопасности. Вы начинаете бояться того, что можете быть следующим, чьи права будут нарушены. Вы подсознательно понимаете, что если законы не защитили кого-то, то в следующий раз они не защитят и вас. То, что власть нарушает закон или не реагирует на нарушение закона, означает для вас только одно – власть поддерживает эти нарушения, что вызывает страх и недоверие. Человек, который все это наблюдает, проходит через поэтапные реакции. Сначала это стресс и неприятие, а потом ненависть к власти. Конечным этапом становится потеря патриотизма, потому что человек не понимает, для чего ему нужно защищать государство, которое не защищает его. Он принимает решение защищать только себя. Человек делает следующий вывод. У меня на глазах совершилось преступление по центральным каналам. Власть бездействует и поддерживает это преступление. А значит, она специально нарушает законы и стоит за этими нарушениями. Власть хочет лишить меня законных прав и свобод, а значит, власть является угрозой для меня. Люди всегда стремятся избавиться от источника своего постоянного стресса и страха. В результате того, что власть становится для народа врагом, люди выражают ей свое недоверие и протест митингами и забастовками, что приводит к революциям. Однако даже после смены власти ситуация не разрешается.
И человек все так же испытывает сильнейший стресс, потому что, вне зависимости от партии, к которой принадлежит новая действующая власть, в тени остается враг демократического мира, который продолжает проводить информационные теракты. И вся схема начинается заново. Информационный терроризм всегда будет направлен против любой действующей власти, чтобы руками самих людей максимально дестабилизировать общество и ослабить конституционный строй выбранной демократической страны. Вдобавок, враг демократии параллельно совершает множество инфотерактов, которые направлены на разделение граждан еще и между собой. Враг разжигает вражду и ненависть в обществе, сначала разделяя, а потом стравливая между собой его отдельные группы и транслируя это в СМИ. Манипулируя сознанием людей таким образом, враг заставляет вас верить, будто вы сами, граждане внутри этой страны, враги друг другу. С помощью актов ксенофобии, экстремизма и терроризма враг искусственно порождает ненависть к выбранной им группе людей, национальности, расе или народу, и формирует о них устойчивое мнение в вашем подсознании. Все действия врага глобально приводят к тому, что из-за постоянного расшатывания страны изнутри общественный порядок сменяется хаосом, в котором демократические законы перестают работать. В конечном итоге все это чаще всего приводит к гражданской войне, которая окончательно разрушает свободную в прошлом страну. Именно это необходимо врагу демократии. Так он обретает все больше власти и приближает глобальный тоталитаризм. Самое главное, что все это враг делает вашими руками, просто внедряя вам нужные установки. Вот почему информационные и психологические теракты страшнее физических. Они воздействуют на ваше подсознание напрямую, минуя критичность сознания. И разрушая собственную страну, вы будете уверены, что действуете во благо. Осознанно, согласно своим внутренним убеждениям. Для создания провокационных инфотерактов и заполнения ими мировых СМИ враг демократии использует множество своих ответвлений, щупалец, которые проникают в разные отрасли жизни общества и маскируются под общепринятую информационную повестку. Сегодня на примере одного из многочисленных ответвлений врага я покажу вам, как он действует, и объясню, почему каждому из вас жизненно необходимо это знать. Одно из этих ответвлений — сеть международных преступных террористических организаций. Именно эти организации, о которых я расскажу далее, стали объектом расследования, по итогам которого были выявлены основные шаблонные схемы, методы и инструменты, которые использует этот скрытый враг в войне против человечества. Результаты данного расследования, которое длилось целых 10 лет, были обнародованы доктором Эгоном Чолакяном, американским преподавателем разведки и экспертом по национальной безопасности. В рамках данного международного расследования 22 июня 2023 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о 8-м обзоре глобальной контртеррористической стратегии ООН. Именно в этой резолюции Генеральная Ассамблея ООН указала на то, какая деятельность по своей сути является терроризмом, и дала наиболее полное определение терроризму. Терроризм — это любая форма деятельности, направленная на то, чтобы достичь следующих целей: отрицание прав человека, его основных свобод и демократии, подстрекательство к совершению террористических актов и актов насилия, которые сеют ненависть и угрожают жизни людей, создание угрозы суверенитету, территориальной целостности и безопасности государств, препятствование пользованию политическими, гражданскими, экономическими, социальными и культурными правами, включая право на жизнь, свободу и безопасность, дестабилизация правительства. Данная резолюция призывает бороться с любым проявлением терроризма. Благодаря такому полному определению терроризма, врагу больше не удастся спрятать свои теракты, которые он постоянно проводит. Итак, почему же я остановился именно на этом ответвлении врага, на сети международных преступных террористических организаций?
Потому что это ответвление хорошо изучено, и эти организации в своей деятельности применяют те же ключевые методы и инструменты, что применяют и другие ответвления, которые он создал для установления глобального тоталитаризма. Как только вы поймете действия врага в одной сфере, вы сможете увидеть их и во всех остальных сферах. А это значит, что все его схемы, которые он может реализовывать только в тайне, перестанут работать, так как станут явными. Эта сеть международных преступных террористических организаций врага использует методы информационного терроризма, прикрывается государственными структурами и демократическими законами. Эти организации не боятся публичности, ведь их сфера деятельности обычно не оценивается обществом критически. Мало кто вообще знает о существовании этих организаций, наблюдая только трагический результат их деятельности. Сами они остаются вне поля зрения. Но в то же время, будучи частью единой схемы врага, они являются одним из ключевых звеньев в достижении врагом своей глобальной цели – уничтожения демократии как в Америке, так и во всем демократическом мире. Эта сеть международных преступных террористических организаций является важной составляющей в схеме врага. Потому что эти организации действуют открыто. Они как лакмусовая бумага демократии. Там, где они действуют, больше демократии нет. А там, где они только появились, демократии больше не будет. Я говорю об антикультовых организациях, которые представляют собой хорошо организованную транснациональную террористическую сеть. Глава 2. Транснациональная террористическая